Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Хочет ли он наладить ваши отношения? Если тема вам актуальна, интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите: мой милый дорогой, хочешь ли ты наладить отношения со мной? И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть высшие силы дадут нам знать скрытое. Так, хочет ли он наладить с вами отношения? Сейчас в моменте он не знает, чего он хочет на самом деле. Этого человека разрывают противоречия. Сразу скажу, он на вас обижен, причем обижен очень-очень сильно. Прям очень сильно обижен. В чем-то вас винит. Причем винит, прям знаете, как вот вы как будто бы прям чуть ли не какой-то смертельный грех совершили. Не знаю. То есть тут прям и обида, и злость, и даже какое-то сожаление присутствует. Знаете, он очень считает, что ему не повезло. Вот не повезло в жизни, да, либо в какой-то ситуации не повезло. Здесь он все, знаете, как смешал, да, приплел и фатальность, и судьбу, и вы какая-то не такая, и он какой-то там неудачник, да, все там намотал, приплел. Хотя я вижу, что здесь по большей части он сам виноват. По большей части. Но себя он любит, себя он уважает, себя он не трогает. Да, он просто думает: о, какой я несчастный, несчастливый, невезучий, обиженка такая, да. Меня обидели, меня обидели. Вот если бы она была другая, вот если бы она была более там добрая, сговорчивая, мягкая, открытая и умоляла бы меня на коленях, там босая по снегу за мной шла, вот тогда бы, да, все было бы по-другому. Но нет, вот мне не повезло. Фатум у меня над головой летает, мне не повезло. Жертва. Он себя жертвой считает. Ну, не считает, строит, да, вот правильное слово. Он строит из себя жертву. Если вы спрашиваете, мучит ли его совесть, нет, не мучит, особенно в данный момент. Вообще нисколько не мучит. Он сейчас, вот прям ему так легче, да, понимать, что это его обидели, да, обидели мышку, написали в норку. Вот он сидит такой, да, по вечерам особенно, либо куда-то идет там гулять, развлекаться и говорит: ну как же, мне же так плохо, мне же нужно себя вытаскивать из этого эмоционального болота. Пойду-ка я там погуляю с друзьями, да, куда-нибудь развлекусь, да, отвлекусь, развеюсь. Знаете, либо человек абсолютно незрелый, либо человек действительно настолько сильно в заблуждениях, в каком-то самообмане находится, что его просто жаль. Жаль. Это поведение, оно даже детям не присуще. А ваш вот такой, прям, знаете, там 3-4 года, да, обычно в таком возрасте дети могут так себя иногда вести. И то это редкость. Так, смотрите, девочки, в моменте ваш мужчина, ну, он птица яркая, да, птица свободная, но обиженная. Вот так он себя ведет, так он себя чувствует. Относительно вас обижен и вы коварная, вы злая, бессердечная, да, то есть много всяких слов. Я вам даже больше скажу, он кому-то на вас жалуется и говорит: вот я хотел счастья, я хотел семьи, а вот она вот такая вот плохая, меня обидела, работать заставляла, да, что-то делать дома заставляла, жениться на себе заставляла, да, или потом с детьми сидеть. То есть, знаете, вот надумал себе. Если этот мужчина ваш ушел к другой женщине, то там уже у них все, точка стоит, потому что та другая не вы.
Та другая, она его быстренько за бубенцы, да так его прям, что он такой: о, нет, 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 дамочка, извините, я ошибся, мне не к вам. Там ничего уже нет. Знаете, такое впечатление даже, что ему сейчас и не хочется особо женщин, потому что вы не даете ему покоя. Вы, знаете, вот такой, как якорем, да, якорем у него в сердце, причем очень холодным. То есть еще осознание не пришло, кого потерял. Этот еще пока как бодрствует. Пока он еще в каком-то, знаете, воздушном шарике летает. Это защитная реакция его организма. То есть подсознание все понимает. Подсознание понимает, что был неправ он, что надо было по-другому себя вести, что нужно было просить прощения, вымаливать это прощение, что нужно было идти с покаянной головой. А вот разум еще не принимает этого. Разум пытается оправдаться и говорит: да нет, я хороший, я классный, я ресурс. Это с ней что-то не так. Это она виновата в том, что так все произошло. Девочки, вот эта ситуация еще продлится где-то 1,5-2 месяца, это точно. Потом его ждут жуткие метаморфозы. Он будет биться в истерике. Он будет биться по вам. Особенно если вы где-то с кем-то там фоточку выложите, да, с каким-нибудь другим мужчиной, либо в веселой компании. Покажете, что вы себя чувствуете прекрасно, что у вас в жизни все замечательно, что вы шикарная, что у вас звезды с глаз, да, во все стороны летят. У него прям случится эмоциональный взрыв. Ему очень будет плохо. Кондратий прям, да, на него нападет. Прям болезненное состояние. Кстати, у кого-то мужчина действительно физически может заболеть. И вот тогда он начнет вам звонить. Звоните, писать и приглашать. И что он только не будет делать. Потому что он испугается. Он испугается того, правда испугается, понимаете, что вы классная, что вы ресурсная, что у вас и так все будет хорошо. А вот он, кому он нужен? Что он будет делать? Вот тогда все поменяется. Ждите, он еще объявится. И именно тогда он из шкурки своей будет выпрыгивать и в нее впрыгивать, чтобы вас вернуть. Будет, знаете, там цирковые представления вам показывать. Я, смотри, и так могу, да? Только вернись ко мне, либо позволь мне опять быть с тобой. Налаживать отношения — это не то слово. Он будет вас заново добиваться, он будет ходить за вами, умолять, он будет приставать к вам, он будет хвостиком, да, тенью за вами будет ходить. Вы еще устанете от него, от его навязчивости и назойливости. Я скажу честно, у многих девочек к этому времени действительно появится достойный мужчина. Во всех смыслах этого слова. Достойнейший мужчина, перспективнейший мужчина. И девочка просто скажет: иди ты лесом, дружочек. Спасибо, вот так, по горлышкам мне тебя хватило, больше не хочу. Все, проваливай, свободен, товарищ. А кто-то из девочек, есть такие добренькие девочки, примет. И здесь отношения войдут в новый вираж. Будет ли этот вираж счастливым? Время покажет. Но что я вижу? Я вижу, что у вас какие-то вот цикличные отношения. Вот, да, у женщин, да, ПМС бывает. А тут такая история, что мужчина ПМСный попался. Это, конечно, будет не каждый месяц, но вот какими-то циклами на него что-то будет находить. Может быть, там небесные тела будут на него влиять, тут уже поди разбери. Но он иногда будет дурить, причем дурить на всю голову. Благо, что это не так часто будет повторяться. Но, девчонки, как бы, не такое вытерпливаем, да, либо терпим, когда рожаем. Здесь... сильная девушка, она этого дурачка пожалеет. Вы уж простите, что я говорю, оно так и видно. Пожалеет его, скажет: да ладно, перебесишься, да, и дальше будем жить. А у большинства, конечно, новая идет жизнь, новая история любви и новое счастье у вас впереди, мои милые. Сейчас мужчина, да, кратко отвечая, подводя итог, хочет ли он наладить отношения? Нет, он сейчас царствует, барин, гуляет. Пройдет месяц-полтора,
его будет просто крутить, ломать и рвать на части. Он будет назад проситься, будет вас опять добиваться. Но у вас, я уже сказала, да, у большинства будут другие отношения, либо другие перспективные знакомства. Вы уже, девушки, будете сами думать, выбирать, пустить его обратно, либо пусть уже дальше идет своей дорожкой. Отношения интересные. Мужчина, конечно, такой своеобразный, да, я бы даже сказала, на любителя. Но женская душа, она потемки, пойди узнай, что на самом деле нам нужно. Так, мои милые, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.